Находимся еще в одном зале, и здесь тоже принимают документы. Ну, вот сейчас мы были на первом этаже, мы принимали, там зал приема документов одномандатных На депутат, втором этаже. да? Втором этаже, да. Ага, а сейчас где мы находимся? Сейчас мы на третьем этаже в малом зале администрации города Якутска, и здесь Якутская городская территориальная избирательная комиссия ведет приемку документов у участковых комиссий. Те 5 бюллетеней и 5 протоколов, которые не сдают на втором этаже. Вот сейчас мы стоим на какой-то доски, да, вот здесь это, я так понимаю, если наверх поднимемся, посмотрим, это у нас Сводная таблица номер 2 Якутской городской территориальной избирательной комиссии «Выборы депутатов республиканского по избирательному округу территории города Якутск и Жатань». То есть это Здесь депутаты Латумен по партийным спискам. У нас мажоритарная система в Латумене, и 70 народных избранников формируется двумя составами. 35 являются одномандатными, 35 приходят в парламент по партийным спискам. В данном случае до голосования у нас дошли 4 партии. Это Якутское региональное отделение Единой России, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». А вот здесь это участки обозначиваются, это у нас Номера участковых комиссий. Вот сначала 689-го, вот, да? 689-го, и здесь заканчивается 813. То есть по данным спискам получается Общая картина. 813 заканчивается. 813 заканчивается. О, всё, здесь уже проголосовали, Да. здесь уже вот, можно отследить, да? Ну, вот на 794 участке 170 голосов набрала Единая Россия, КПРФ и Справедливая Россия по 98 и ЛДПР 53. Так, и вот если брать следующую картину, здесь 785 участок, 164 проголосовали за Единую Россию, 111 за КПРФ, 53 за ЛДПР и 115 за Справедливую Россию. я если смотреть еще поверху здесь, а здесь, Вот. ага, это 347 за Единую Россию, 190 за КПРФ, 52 за ЛДПР и 185 за Справедливую Россию. и вот эти, то есть это означает, если лидирует Единая Россия, а по спискам там у них определенные люди, да, то есть пока за них и проголосовали. Я правильно понимаю? Ну, в среднем получается, что явный лидер это Единая Россия, а Справедливая Россия и КПРФ в принципе идут вровень. Уровень, да? Да, и на 4-м месте ЛДПР. Дальше проходим сводные таблицы, представлены номер 3 и номер 4. Здесь по выборам городских депутатов. Ну, я понимаю, по выборам городских принцип такой же или все-таки Да, раз? принцип такой же. Якутский городской парламент также сформирован по мажоритарному принципу. 15 депутатов одномандатных и 15 депутатов попадают по партийному списку. А вот это у нас мы смотрим сейчас таблицу для тоже партийный список, да? Вот это одномандатные депутаты наверху. Городские, Да, да. таблица номер 3. А это партийные. Партийные, да? Да. В данном случае Там на республике-то их меньше, я так на понимаю. республике, да, осталось 4 партии. А в городскую думу 6 партий претендует на депутатские мандаты. А может просто Да. охарактеризовать? Также Единая Россия 371, партия Родина 42, Гражданская платформа 64, потом и КПРФ 251, ЛДПР 72 и Справедливая Россия 268.
примерно похожая ситуация. Явный лидер «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ примерно идут вровень, а остальные партии, ну, на четвертом месте ЛДПР, и есть еще две партии, которые борются за мандаты в городской думе. Это Родина и Гражданская платформа. Ну, они 5-6 место занимают. На 699-м участке картинка примерно похожая. 248 «Единая Россия», 178 КПРФ, 185 «Справедливая Россия». Ага. Я правильно понимаю, ну как простой человек, да, что на городском муниципальном, это уже городской муниципально Да, представлено больше партий, чем да. в республике, В да? этот раз, да. Прошлые выборы, насколько я помню, 5 лет назад, за Илтумен боролись 22, что ли, партии, или что-то 20 боролось за городскую думу. Были очень длинные бюллетени вот таких размеров. И у нас остается еще один протокол, если туда подойти с водной таблицы, там выбирают главу города. И главу республики, да? Да. Ага. Это, ну, около него нет. В данном случае это глава города. Так, смотрим. Ага. Да, вот возьмем 699 участок. 358 голосов за Аксентьеву. На втором месте Савинов, 241 голос. Да, остальные кандидаты поделили от 18 до 55 голосов. То бишь у нас есть два явных фаворита. Если посмотреть на 712 у них, то 487 за Аксентьеву, 338 за Савинова. Ну вот еще 84 за Заболотного и 75 за Степанова Ивана Викторовича. Еще вот такое количество, еще столько же участков, да? Да, все также от 689 до 813. А вот дальше у нас что за таблицы вот эти? Здесь все еще это городские. Городские, да? Да. А здесь собрана таблица по выборам Лудосанова. Вот это, да? Да, потому что уже места не хватает развешать, и здесь участковые комиссии методом перелистывания определяют, где они должны записывать. Вот наши 4 кандидата в Илдарханы. На 699-м лиге 547 за Николаева, 127 за Губарева, 63 за Парахина и 47 за Богданова. И хотел бы так профессионально у вас уже спросить, раз вы нам даете прямо в прямом эфире, да? Что легче подсчитывать голоса? Какие? За Илдырхана? За одномандатников? Или же все-таки, я так понимаю, самое сложное это городские выборы? Ну, я вам честно скажу, легче всего подсчитывать выборы, когда один бюллетень. А когда, и неважно на какой уровень они идут, а когда 6 бюллетеней, ну, мы же комплексно работаем, у нас нет чего. Просто есть приоритеты при подсчете голосов, при оформлении документов. Сначала мы выбираем себе республиканские выборы, потом занимаемся городскими. И также в республиканских главенствуют выборы Илдархана, потом Илтумена, потом переходим к глава городского округа города Якутска, потом городские депутаты. То есть самое сложное сейчас нашим участковым избирательным комиссиям в этот раз, да, они сдают 6 бюллетеней и На самом деле тяжело. Тяжело, и Да, еще на двух. Это беспрецедентно. Я не помню такого в истории нашей республики, в истории нашего города, чтобы мы одновременно проводили столько выборов одновременно. И еще плюс к этому я знаю, что одни через 5 лет только появятся другие, да? Где-то так. Ну,
предположительно, да. Просто когда назначаются досрочные выборы, все случилось именно из-за назначения досрочных выборов. Планово мы избирали депутатов ЛТУМ и депутатов городской думы. Их сроки полномочий истекали через 5 лет. Вот я хотел спросить, а кто вот присутствует в зале? Вот смотрите, так много народу, какие-то ящики, так грубо говоря. Да, визуально прямо назову, что здесь сидят члены Якутской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые ведут прием документов у председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. Вот здесь проходите. Вот идет заполнение. И а что в ящичке? Это какие-то вещи туда сдают? Участковые комиссии приезжают и когда сдают документы, я уже ранее говорил, что у нас документы все строгой отчетности, они сдают папку 1 и папку 2 на все уровни выборов. И поэтому, дабы упростить работу и приемку документов, усовершенствуем все время сам способ приема документов, чтобы быстрее отпустить участковые комиссии домой и самим потом быстрее отследить правильность, все ли есть, все ли в наличии присутствует. Вот в данном случае комиссия 793 переписывает с готового протокола в общую сводную таблицу вот свои данные. То есть это протокол, который прошел все печати, ТРПР, да? Ну, практически, да. И уже после этого. Сколько на это время нужно уйти, чтобы ПРМР пройти? Здесь еще дата подпись. Время. Время сколько? Час ровно. Сейчас ровно. Да, уже 11 сентября. Поправьте себя. А нет, 10 правильно. 10-е? Да, бывает и такое, да. Да. Остался еще 2 города. Да. Я помню, что я был на президентских выборах, да, и знаю, что в этот раз, да, там люди, помните, да, которые имел самый большой жестокий просмотр, да, там до 30 тысяч, да, от радости. Но они мне сказали, что они 20 лет отработали. Неужели у вас полностью обновился состав участковой комиссии? Ну, он не полностью обновился, действительно. Нет, ну, вы правильно выразились. Участковые комиссии сменились полностью. Все старые составы прекратили свои полномочия. И так как все-таки есть люди, которые любят свое дело, да, и самоотверженно им занимаются, то из старых составов многие вернулись, скажем так, вошли в новый состав на следующие 5 лет. Ну, большинство молодых много, да, больше. Молодых очень много прибыло. Но если по процентам отношений, так и всех. Есть 70-30, 10 на 10, ну, 50 на 50, 60 на 70. Ну, 60, давайте так, 50 на 50. 50 на 50. То есть, я к чему говорю, соответственно, они дольше заполняют, ну, некоторые, и совершают естественные ошибки, которые происходят у нас на избирательных участках, да? Ну, из старых председателей, хочу сказать, которым было интересно гоняться за результатом и приехать первым, помните, да, вот хлопали и торжественно провожали. В этот раз первые приехали ручного подсчета. А с чем это связано? Быстрее, это мастерство. Это быстро он свел протокол, он быстро свел свой список, он быстро посчитал бюллетени, он быстро все разложил по папкам, у него были подготовлены документы вовремя и корректно, и он самый первый сдался. Это был Федотов Константин Игоревич, 794 участок. И второй участок? Второй участок была его родная сестра, у которой был КАИ подсчет. Я просто, я так понял, что я у Федотова, потому что они пришли, меня увидели, а мы, говорит, уже сдались. Это мой участок, получается. Ну, сложность все-таки, надо иметь математический склад ума или все-таки терпение? Ну, скажем так, и склад ума, и терпение. Ну, по большей части это кураж. Кураж? Это драйв. Да, драйв. Ну, сейчас в данный момент все-таки работа с нашими кандидатами, она весьма сложна.
Мы же все, потому что мы все гении, мы все жестоко любим свою родину и так далее, и мы всегда правы и так далее. Как из этого выходить, вот интересно. Я понимаю, что амбиции, да? Выборы тем и хороши, что собрались незнакомые люди, в одно время отработали, причем отработали очень много, эмоционально, бурно, в выборе состоялись и все разошлись. Я, поверьте мне, со своими членами там, комиссии даже в один магазин, можно сказать, не хожу. И, соответственно, мы не встречаемся в городе, кроме вот нас собрали выборы, мы отработали и вот кто куда. А нашим зрителям еще раз представьте, вы так хорошо нам все это рассказали. Председатель набережной окружной избирательной комиссии номер 6 Ионин Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, спасибо огромное. И теперь мы будем ждать, когда начнется столпотворение. Да. Оно долго будет еще времени? Ну, все только начинается. Только начинается? Понятно. Спасибо огромное. Да, всего доброго. Да, всего доброго. Еще раз мы показываем комиссию. Идет. Есть уже первые подсчеты. Будем ждать. Постараемся еще раз выйти в эфир. До свидания.